Чао тути! Привет-привет! И сегодня мы с вами отправляемся в одно сказочное место. Историческое, натуралистическое. Потому что, чтобы до него добраться, нужно быть готовым к хорошему трекингу. Аж в 40 минут. Это отличная спортивная нагрузка. Полезная. Как вы, наверное, уже знаете из моих видео, это один из 3 главных секретов долгой жизни сардов. Движение, ходьба. Кстати, в списке долгожителей рекордов Гиннесса есть удивительный человек, одна из прекрасных бабушек Сардинии, которой на момент смерти было 117 лет. Кстати, на Сардинии был такой проект, когда вывешивались постеры долгожителей. Это такая социальная реклама для молодежи. Хочешь жить долго и счастливо? Ходи много пешком, не переедай, занимайся полезным любимым делом. И мы прибыли в скалы, огромные Лерочи. На моем канале мы уже путешествовали с вами под водой. Были в лесу, наблюдали Сардинию с морских берегов, средиземноморских заливов. Вспомним видео про одну заброшенную крепость, которая называлась Опера Пунта-Росса, потому что была встроена вот в такую похожую красную скалу. Посмотрите только, какая она необыкновенная, как будто декорация к какому-то сказочному фильму. И та крепость была встроена в скалу, повторяла треугольные очертания берега, чтобы быть незаметной для врагов в периоды Первой и Второй мировых войн. А куда мы идем сегодня? Вот такой довольно непростой тропкой, усеянной валунами, по которой наша миссия сегодня спуститься к морю, удивиться и восхититься вот такими, например, ажурными скалами, напоминающими иногда каких-то окаменевших монстров очень причудливых форм и удивительно разных оттенков, как будто бы гладко отполированных изнутри, с такими микропещерками, куда можно даже забраться. Что же мы ищем в этом каменном королевстве? Какую-то ли пещеру, какую-то ли скалу особой формы? Нет, сегодня мы с вами ищем военный замок, который нам напомнит домик улитки. Очень хорошо спрятан среди извилистых природных коридоров. Поверните, пожалуйста, направо. И именно направо, а потом налево, пасо до пасо, шаг за шагом. Мы будем приближаться к заветному Кандео. Это тоже крепость Абандоната, то есть заброшенная. И мы заходим в первый небольшой домик, где мы видим вот такую печь. Неужели здесь, еще в те далекие времена, а постройка крепости датируется 1927 годом, готовили для солдат любимое лакомство, без которого итальянцы не мыслят порой существования? Речь идет о пицце. Но любой итальянец вам скажет, что нормальная пицца, а в Италии она большая, сюда не поместится. И историки говорят, что эта печь, иль форно, служила для изготовления кирпича. Посмотрим на эту гору. Как будто бы какой-то скелет в шлеме. И внутри там такая таинственная пещерка, где, возможно, спят наши друзья-летучие мышки. Почему друзья? Потому что я их показывала в видео и рассказывала, что едят они злосчастных комаров, которых даже в ноябре много. Мы добрались до указателя, чтобы не заблудиться. Фортификационный Кандео, туда нам надо. Кандео, как и Пунта-Росса, это большая противокорабельная батарея. Но в отличие от Пунта-Россы, здесь чувствуется другой архитектурный стиль. Архипелаг Ла-Мадалена усеян военными заброшенными архитектурными объектами, потому что в период страшных войн, Первой и Второй мировой, люди боялись потерять свою свободу, и крепости строились в большой спешке. С каждым днем росла угроза от соседки Франции. Здесь это остров Корсика. Ведь история уже знала борьбу сардинского народа за независимость. И есть даже одна история, когда на Сардинии итальянский полководец-командир разгромил и взял в плен напавших на итальянцев-корсиканцев, среди которых был тогда еще никому неизвестный и молодой Наполеон Бонапарт. А мы заглянули в здание казармы, где когда-то проживали солдаты. И мы видим, что окна выходили у них здесь совсем не на море, а упирались в гранит. Вы скажете, зачем вообще оставлять щель? Можно вообще обойтись в таком случае без окон, без дверей, полногорница людей. Но это было необходимо для проветривания, чтобы поступал воздух. И в случае бомбежки можно было выбраться по внешнему коридору вдоль скал. Вот вы увидели лавандино, то есть умывальник, который сейчас выглядит, благодаря красивой зеленой травке, как цветочный горшок. А здесь земля усеяна панцирями от ракушек. Почему? Здесь что, было море? Возможно, миллионы лет назад. Но эти ракушки были обедом, ужином бедных солдат, которым в период войны приходилось иногда голодать. Иногда жарить, как бы это ни звучало печально, горных козликов. А вот этот камень мне напомнил носорога. И снова идем по гранитному коридору в окружении рыжевато-красноватых скал. И еще раз скажу о важности специальной обуви для трекинга. Без нее я бы не дошла. Боже упаси, сюда идти на каблуках. И мы вышли к панорамному, красивому месту, где скалы уже другого цвета, не серые, а похожи на цвет кости. Даже розоватые. Опять же, гладкие, отполированные,
Почему так? Неужто все рассказы про Атлантиду правда? Неужто когда-то все это было под водой, и именно там получило такие причудливые формы? Может быть, это были бывшие дома атлантов. Но муж-биолог сказал, что все это следствие повышенной влажности здесь. Умидита – вот причина такой ажурности в сочетании с очень сильными ветрами. Влажный соленый воздух с сильными волнами ветра врезается в камень, и так образуются такие каменные пещеры, такие причудливые формы, как будто с другой планеты. А мы с вами видим, казалось бы, часть скалы, но не верьте вашим глазам. Смотрите внимательней, и на камне вы увидите срезы. То есть все это было следствием тяжелой работы, чтобы максимально миметизировать, то есть вписать в окружающий ландшафт военные казармы, противокорабельные пушки. И мы заходим внутрь, видим кухню, которая еще сохранила следы цвета стен, такой зеленовато-серый. Рассыпается все это исключительно от времени, но не от проходивших здесь бомбежек, которых от Корсики ждали годами, но которых так и не последовало. А мы видим с вами дармиторио. От глагола «дармиры», что значит «спать». Это казарма, где солдаты отдыхали, набирались сил, и спали они не на привычных для нас кроватях, а вот на таких крюках висел гамак, только с креплением с 4 сторон. То есть некое подобие кровати, но все же кроватью это не назовешь. Туалеты здесь называли и баней турки. Мы можем подумать, что это какая-то турецкая сауна с туалетом, но ничего подобного. Это был туалет с дыркой в полу, самый обычный и довольно неприятный, особенно для итальянцев, которые привыкли, что в доме есть биде. Это для них существенное дополнение туалета. Я еще не видела гостиниц в Италии без биде. Такой интимный умывальничек. Они его позаимствовали у французов, но сейчас подшучивают над французами, что те якобы уже не те, перестали быть настолько требовательны к своему туалету, потому что уже почти не делают в апартаментах биде. В стенах этой казармы в туалете есть одна интересная надпись, которую, видать, в сердцах оставил солдат. Там написано, что все те, кто моет посуду в туалете, а не в предназначенном месте на кухне, сономаяли. Что значит свинки? А сейчас, внимание, комната, которая меня поразила. Это такая подсобка, где как будто бы кто-то живет. В настоящее время там стоит вода, там есть посуда, какие-то пакетики, сумочки. Все это находится в шкафу, даже здесь два шкафа. Один с посудой, другой, вы не поверите, но с вином, со специями и консервами. То есть после долгой изнурительной дороги турист может здесь отдохнуть, спокойно покушать в отсутствии сильного ветра, потому что здесь очень ветрено, даже есть мыло, помыть руки. То есть кто-то из местных, кто живет рядом, видимо, облагораживает это место как для себя, потому что, вероятно, гуляет здесь часто со своей семьей, с друзьями. И вот на радость людям оставляет здесь такие вещи. То есть даже какие-то консервы есть, даже кофемашина, посмотрите. Влажные салфетки, вино, зеленый горошек в банке вижу. Масло подсолнечное, оливковое, зубочистки. Какие молодцы. Дорога ведь дальняя. И мало ли какие-то заплутавшие туристы, возможно, даже здесь заночуют. В благодарность люди оставляют записочки на бумажках, вешают их на прищепку. И, конечно, это доброе дело. Душа радуется, когда такое видишь. А мы шагаем дальше. Сейчас увидите дырку в полу, где уже природа пробивается сквозь камень. Как всегда, красиво и символично. И по этим подземным коридорам проходило водоснабжение. И бывают в истории случаи, когда человек, не будучи какой-то звездой, каким-то героем, совершившим подвиг, вдруг становится известным. Здесь такой герой – это Джузеппе Казула. Его домик встречает туристов на холме, и с него начинается путешествие. Почти во всех источниках его дом внесен как отправная точка движения. Стало интересно, а кто же такой этот человек? Оказалось, что это охранник, которому после войны были доверены ключи от всех дверей этого места. Он поселился в одной из бывших казарм, сделав ее своим домом, облагородив, встречал гидов и туристические группы. Всю свою жизнь он провел здесь, отсюда проблематично. До школы добирались его детки. А вот после смерти хранителя этого места никто из его детей не продолжил дело отца, не поселился в таком, так сказать, отшельничестве. На смену ему никого не нашлось. Дом сейчас по-прежнему стоит на холме, но в него нельзя уже войти, потому что время помещения не пощадило. Но, как сказал муж, все там не настолько критично. Просто во время одной из экскурсий отвалилась оконная рама, испугав 2 туристок, после письменной просьбы которых здание было отмечено как помещение в аварийном критическом состоянии.
и вход туда закрыт. А мы с вами любуемся панорамой, до которой нужно пройти по камушкам, очень интересно скрипящим, и по внешнему виду даже напоминающим несколько человеческие кости. И часто в отзывах по этому месту люди сходятся во мнении, что это место можно назвать вневременным, безмятежным. Вспоминается одно из стихотворений Ломоносова «Вечернее размышление о Божьем величестве». И хоть Ломоносов написал его по случаю северного сияния, которое в наши времена можно увидеть даже на Сардинии в октябре или в мае, у меня есть это в коротком видео, Ломоносов ощущает себя песчинкой в морских волнах, искрой в вечном льде. Говорит о том, сколько еще неразгаданного на планете, даже о тех вопросах, которые сейчас не изучены. И что малейших дали звезд, несведом твари вам конец. Кто ж знает, коль велик Творец, человек-гений, преклоняет свою голову перед величием того, что было создано не им. А мы забрались по каменной куче наверх. С трудом. Потому что муж сказал, в этом месте дорога по указателю для слабаков. Будем сокращать путь, чтобы сразу попасть в Кастелло, то есть в замок с улиточными коридорами. Вот здесь стояла пушка, была привинчена вот этими шурупиками. Всего их было здесь 5. На этом месте стояла самая маленькая. И перед входом в туннель была найдена запись одного солдата. Сейчас ее уже не видно. «Эгрида удите il volgo macilente. Noi, soldati, non morremmo, ma nel gran giorno, in faccia al sol lucente, giustizia ci faremmo». Что значит «и кричит, послушайте, изможденная толпа». Мы, солдаты, не умрем, но в великий день перед лицом сияющего солнца воздадим себе должное. И первый туннель рядом с пушкой служил, как мы можем догадаться, хранилищем для боеприпасов. Видим интересную запись. Non ci stata nome, più puia, da non permettere al sole sorgere. Эта запись современная, но довольно поэтичная. Значит, не было ни одного имени, которое не позволило бы солнцу взойти. То есть, как бы ни пытался человек мнить себя Богом, он не властен над великим светилом. И вот мы видим одно секретное место, где написано что-то на латыни, указан номер, и муж сказал, что солдаты туда что-то замуровали. А что именно, до сих пор никто не знает. И никто даже не пытался это открыть. Не было здесь отважных искателей приключений. Ни Индиана Джонса, ни Лары Крофт. Видимо, народ опасается. Мало ли что там или кто там. И забегая немножечко вперед, скажу, что мы с вами побываем в таком туннеле, где, как правило, молодежь проводит спиритические сеансы. Все потому, что там есть изображение некой дьяволессы. Но об этом чуть позже. А мы снова двигаемся сквозь скалистые коридоры удивительных форм, цветов и оттенков. Итак, батарея называется Кандео. Почему? Что это или кто это? Его имя написано в одном из лабиринтов крепости. Слава богу, не Минотавра. А также есть якорь. Мы понимаем, что батарея была противокорабельная. И Антонио Кандео был одним из героев Первой мировой, командиром победоносного фрегата, и о нем очень-очень мало информации. Ровно столько же, пожалуй, сколько о том самом Джузеппе Казула, хранителе этого места, у которого явно здесь были любимые места, если он отважился провести здесь всю свою жизнь. В наше путешествие сегодня это место стало моим фаворитом. Возможно, благодаря таким пейзажам когда-то великий Гауди получил свое вдохновение, переформатировав эти тающие скалы странных и необычных очертаний в свой архитектурный бренд. И они поистине уникальны, как будто бы расплавленные, как тающий воск, стекающий в морскую пучину. И мы с вами пришли еще к одному месту, где открывается необъятный панорамный вид на море и на те причудливые скалы, которые мы уже с вами посмотрели. И море, мы видим, меняет цвет в зависимости от того, как светит солнце, насколько сильно. Когда лучится солнце, море сияет вместе с ним. А сейчас мы видим такой средиземноморский пейзаж, который снова взывает к ассоциациям с волшебным миром Толкина. И вот не удержусь, еще раз покажу эту прекрасную, прелестную скалу создания природы. Это место манит к себе отшельников, людей, уставших от цивилизации, желающих остаться наедине с собой, услышать свой внутренний голос, свою душу. Ведь это бывает очень сложно. Когда не слышим себя, это приносит много проблем. А вот такие костяные пейзажи, пожалуй, позволяют выйти на связь со своей душой. Сюда часто приезжала в 60-80-х годах 20 века известная итальянская журналистка, а также писательница, скриптриче Орианна Фолачи. Всю свою жизнь она писала о войне. Тема невероятно тяжелая. Она приезжала сюда, и никто, абсолютно никто не мог ее здесь найти, пока она сама не выходила на связь. Видимо, после всех ужасов, которые она видела,
и о которых писала. Именно в Кандео, в этой бывшей военной крепости, обретшей сейчас долгожданный покой, она находила свой покой и свое вдохновение. И место действительно удивительное. И вот уже виднеется вдалеке почти финальная станция нашего пути, условно говоря, верхушка Кастелло, этого замка. И на меня Кандео произвел впечатление более прочной конструкции по сравнению с оперой Пунта-Росса. Хотя сделаны они были почти в одно и то же время. Но посмотрите, как скреплены камушки. Здесь цемент кажется более усовершенствованным. Вот заглянем с вами внутрь этого окошечка и увидим якорь. Конечно же, как символ военно-морских сил. Ведь удары ожидались с моря. И вернусь к разговору о прочности. Если по Пунта-Россе мне шагать было страшно, поскольку камушки высыпались, вылетали из этой скрепляющей конструкции, потому что в основе той базы цементирования был песок. Если помните, я об этом рассказывала. Если нет, посмотрите видео. Там тоже шикарные виды и много всего интересного. И из вот этих туннелей мы с вами видим все. То есть крепость позволяет просматривать эту территорию со всех точек. А вот с моря и даже с вершин неприятелю, да и всем остальным, крепость была совершенно не видна. Просто идеально вписана в окружающий ландшафт. Мы увидели с вами запись Кандео и 1942 год. Там еще где-то есть профиль Муссолини. Помним, что до 1943 года Италия воевала на стороне фашистской Германии. А вот в 1943-м одумалась, после ареста Муссолини объявила войну Германии и стала прогонять фашистов прочь. А мы с вами движемся к части замка, где найдем привидение. И я вам, конечно же, сейчас его покажу в одном из коротких моих видео. Оно уже есть. Вот она, посмотрите, это Фача. То есть это физиономия фантазма, привидения какого-то монстра, который при свете дня вряд ли кого-то напугает. И вот мы видим милейшего жучка-скарабео. Их боготворили египтяне. Красивое и милое насекомое, не кусается. Я его убрала с дорожки, чтобы, не дай бог, никто не затоптал. И вот она, почти последняя часть нашего сегодняшнего путешествия. Нужно лишь подняться по этим каменным ступенькам. Топ-топ-топ-топ-топ. И наверху мы с вами увидим конструкцию, которая, как в опере Пунта-Росса, играла важнейшую стратегическую роль. Она называется Торретта. По ней измеряли точное расстояние до выстрела в какой-то корабль неприятеля. Из этих отверстий сейчас открываются шикарные виды. Но тогда, в то суровое время, эти красивые виды закрывала труба, которая как раз-таки и служила измерителем. А вот в щелочку заглянуть было можно. И в нашу экскурсию добавим немножко адреналина. Заглянем сначала в последнюю казарму, где точно с успехом можно снимать фильмы ужасов. Пройдя до конца коридора, заглянув в вот эти абсолютно пустые комнаты, безжизненные, уже потихоньку садится солнце. Я вам обещала показать то место, которое немножко нас сможет напугать. Но это не эта комната, где прямо кажется, если бы снимали ужастики, уже бы кто-то прятался, и кто-то бы зловеще его искал. Такая тут плитка начала 20 века, винтажная. И если не испугались, шагаем дальше. Эколо. Это место называют гротом Диволессы. Почему здесь что? Была какая-то женщина-демон, были какие-то страшные случаи, расправы с неверящими и любопытствующими? На самом деле нет. Грот так назван, потому что на стене вы сейчас увидите изображение, которое сделал когда-то какой-то юноша. Изображение женщины, почти голой, а другой дорисовал ей роги и добавил внутрь бородатое мужское лицо. И так как место находится в пещере, где сыро, темно, спят себе спокойно мотыльки и летучие мышки. И, конечно, если их будет светом, то они просыпаются и могут летать. И они, может, напуганы еще больше, чем человек. Хотя, судя по той летучей мыши, которую мы нашли, сия обитуата. То бишь она к этому привыкла. И в этом гроте тоже, возможно, было помещение для боеприпасов. Но место, конечно, да, мрачное. Даже я думала, что после миллионов просмотренных мною фильмов ужасов, к которым я питаю слабость, у меня уже иммунитет, но все равно стало как-то жутко. Я постаралась побыстрее отсюда выйти, но муж не торопился. Вот у него точно иммунитет, ведь в юношестве огромное количество раз они с рогатцами, с ребятами пытались тут вечерами друг друга напугать всякого рода страшными историями, леденящими кровь. Но за много-много лет ничего сверхъестественного в этом месте так и не произошло. Эх, иначе не жил бы тут
Джузеппе Казула со своей семьей. Но все равно темнота такая неприятная. Анке Иль Дезенью и Антипатико. И рисунок тоже тот несимпатичный. Все это заставляло меня в этой темноте пищать: «Андьяму, андьяму!» Я думала, что грот очень большой, и чтобы выбраться быстрее, нужно идти обратно. Но оказалось, что нет, мы практически уже, вышли. И сейчас вы увидите трусливого человека, едва не снесшего дверь. С фонариком в руке. Это же я. Да будет свет, да скроется тьма. И мы снова видим такой скалистый коридор. Благодарю всех, кто со мной выдержал этот нелегкий путь. Будем шагать смело, перешагивая через собственный страх. Да-да, это сказал вот тот человек, стоящий в позорном оцепенении, но преодолев страх, обретя смелость много раз, я убеждалась, что мы становимся сильней, выходя из своих туннелей и ракушек, как из нашей сегодняшней крепости, такого замка, и получить за свою смелость прекрасные панорамные виды, теплые воспоминания, переполненные гордостью за то, что когда-то мы смогли преодолеть, победить свои страхи. А довольство собой – это важнейший ключ к счастливой жизни. Мы все молодцы, изучаем этот мир, любуемся им, строим планы на будущее. И уже заглядывая в него, показываю вам Кала Гарибальди. Это кусочек будущего сюжета о двух потрясающе красивых, никогда не пустующих в лето, поскольку это райские уголки, пляжи Кала Сирена и Бая Тринита. Прямо топовые места нашего города Ла-Мадалены, чтобы добраться до которых нужны даже не столько смелость, сколько терпение. Всем нам его желаю. Если мы знаем или хотя бы предполагаем, что оно щедро окупится, и после мы будем вознаграждены прекрасным отдыхом, чудесными событиями, невероятными впечатлениями. Путь до Кандевы был непрост, но полностью с лихвой себя оправдал, подаренной радостью нового открытия, вдохновением делиться с вами. Надеюсь, это взаимно. До новых встреч на моем канале. Чао!